В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Путь в будущее. В школах республики прозвенел последний звонок. Президент поручил Министерству внутренних дел через максимально быстрое время ускорить процесс выдачи новых паспортов. Для выпускников Абхазии прозвучал последний звонок во всех школах страны. Позади веселые и незабываемые школьные годы, впереди дорога во взрослую, порой нелегкую жизнь. Настает ответственная пора, когда выпускникам придется самостоятельно решать свою дальнейшую судьбу, выбирать свой профессиональный путь. По традиции этот день начался с торжественной линейки. Совсем скоро выпускников ждут экзамены и выпускные. А пока 11-классники слушают напутствие учителей и строят планы на будущее. Каждый год, когда мы прощаемся вот так с выпускниками нашей школы, мы как будто отрываем от себя частичку своей души. Школа, ваш второй родной дом, прощается с вами. Открывается широкая дорога. И я надеюсь, что все ваши мечты, все ваши желания сбудутся. Вот этот самый волнительный момент. Школьный двор полон. На лицах выпускников улыбки, смущение, радость, грусть. Одним словом, вся гамма чувств. Для кого-то этот день долгожданный, а для кого-то еще не до конца осознанный. Родители и учителя замирают в ожидании. Звучит последний звонок. Очень волнительный день. Мы заканчиваем школу, мы вступаем во взрослую жизнь. И каждый, наверное, испытывает грусть, потому что мы прощаемся со своими друзьями, со своей родной школой. Многие из нас уедут, и это очень трудно. Многие из сегодняшних выпускников уже определились с выбором профессии. К поступлению в вузы готовятся усердно, ведь планы у каждого из них амбициозные. Этот день они ждали с особым трепетом. Со школой прощаются так, чтобы их еще долго здесь помнили. Стихи, песни, танцы – во все они вложили душу. Впрочем, сдержать слезы из них мало кому удалось. Специально для выпускников учащиеся 4 класса танцевали вальс, а первоклашки прочитали стихи. Эти трогательные моменты для тех, кто вступает во взрослую жизнь, безусловно, большая поддержка. Мы от всей души желаем в институт вам поступить, чтоб звонок последний этот стал ступенькой в первой жизни. Поздравить с этим днем выпускников во вторую школу пришли премьер-министр Абхазии Артур Миквабия и представители Министерства образования. Сегодня день, когда проходит некий водораздел, когда детство уходит, юношество у вас впереди. Я уверен, что вы вступаете во взрослую жизнь, окончил замечательную школу. Я хотел бы вас поздравить и пожелать вашей дальнейшей жизни успехов. Уже после торжественной линейки выпускники оставляли друг у друга на майках надписи с различными пожеланиями. Не обошлось здесь и без фотографий, ведь каждому из них хотелось запечатлеть один из самых ярких моментов уходящего детства. Сарья Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджиба поздравил выпускников школ Абхазии. Сегодня для всех вас знаковый день. Последний звонок не просто прощание со школой, это призыв к взрослой самостоятельной жизни. За годы учебы вы прошли большой увлекательный путь в мир знаний и приобрели новых друзей. Хочу выразить слова благодарности педагогам за их сердечность, доброту и мудрость, за профессионализм и преданность своему делу, говорится в поздравлении. Президент пожелал выпускникам здоровья, счастья, целеустремленности, верных друзей и удачи в реализации планов и начинаний.
Президент Рауль Хаджимба подписал указы о назначении глав районных и городских администраций. Главами администрации назначены города Сухум Адгур Харазия, Гагарского района Заурбганба, Гудаутского района Руслан Ладария, Нового Афона Феликс Даутия, Сухумского района Беслан Авицба, Голрипшского района Аслан Барателия, Ачемчирского района Хрепс Джапуа, Тхорчалского района Аида Чачхалия. Рауль Хаджимба поручил Министерству внутренних дел через неделю начать масштабную работу по выдаче паспортов, а к понедельнику 6 июня подготовить инструкцию о порядке оформления и выдачи национального паспорта гражданина Абхазии. Вопрос паспортизации населения рассматривался на специальном совещании с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств республики. Подробности совещания в нашем следующем сюжете. Процесс выдачи национального паспорта должен наконец начаться, сказал президент Рауль Хаджимба и поставил правительству сроки не позже, чем через неделю. Главу государства интересовали причины, по которым паспортизация населения застопорилась. Это не только связано с процессом проведения референдума, это связано с предстоящими еще выборами в парламент. И вообще паспорт гражданина Республики Абхазия должен выдаваться в соответствии с теми распоряжениями, положениями, инструкциями, которые отработаны, должны быть уже давно. На каком этапе процесс паспортизации населения, доложил первый вице-премьер Шамиль Адзинба, курирующий в правительстве эту работу. Уже выдано 23 паспорта, сказал он. Но главная проблема, с которой столкнулись работники паспортных столов – отсутствие инструкций, где подробно было бы расписано, кому выдавать паспорта. Мы, как говорится, подошли и так вот встали вплотную, как тут не тупик, но уперлись, можно сказать, в вопрос. Это инструкции и их в соответствии с действующими законами инструкция о выдаче. До сих пор нам сложно нашими силами той нашей только комиссии, которой мы заседали в управлении Даура Цулукия не раз, не два, именно там на месте со специалистами по поводу определения. Вопрос гражданин, не гражданин, он остался очень, и всегда все время упираемся в тот же самый закон. Большинство населения являются гражданами. Есть какая-то часть на территории Абхазии, которые, в связи с теми процессами, которые имели место быть несколько лет тому назад, статус их будет определен в соответствии с теми изменениями, которые предлагаются внести в закон о правовом статусе иностранных граждан, а вся остальная масса наших граждан, здесь их перепроверять особо не нужно. В случае с гражданами, которые не проживают на территории Абхазии, но получили каким-то образом паспорт, должны подключиться компетентные структуры и разобраться с этим, подчеркнул президент. А что касается инструкций, то их нужно подготовить уже к 6 июня. Шамиль Адзинба сказал, что комиссия вплотную занимается этими вопросами. В Восточной Абхазии легко, есть списки Тимура Надарая, мы можем это все постановление парламента, там это определить значительно легче. Но от 6 до 8 тысяч в других регионах Абхазии тоже граждане, которые, покупая жилье, приобрели паспорта за деньги. Инспектор в новой системе, он как исполнитель. Раньше инспектор мог принимать и решения. Начальника паспортом стал инспектор, какие-то волевые решения мог. Сегодня он исполнитель. Если мы ему дадим четкую инструкцию, которая будет разграничивать все эти категории, ему будет легко работать. Система выдачи паспортов новая. Поэтому потребуется проведение обучающих курсов для сотрудников паспортных управлений, сказали на совещании представители МВД. Все службы, все паспортные от инспектора до начальника должны пройти какие-то курсы обучения. Это новая система. Вы правильно сказали, Рауль Димович, никаких отговорок или причин для проведения, то есть препятствующих проведению референдума у нас нет и не может быть. Есть действующие паспорта, а кому необходимо, мы эти паспорта, я не говорю, что мы паспортизируем до 10 июля всех. Это невозможно, да, но по порядку, кому положено, я думаю, инструкция вовремя тоже выйдет. Выдача новых бланков национальных паспортов не связана с проведением в июле референдума, подчеркнул глава администрации президента. Граждане Абхазии могут принять в нем участие и с паспортами образца 2006 года.
Президент в своем указе 4 пунктом указал, чтобы Министерство внутренних дел осуществит замену просроченных паспортов. У нас такое какое-то количество есть. Выдавать бы начинали эти паспорта в 2006 году. Соответственно, в 2016 несколько тысяч паспортов уже просрочены. Именно на эти паспорта обратил внимание президент и в своем указе отразил, чтобы без взимания платы была замена этих паспортов. На паспортизацию из госбюджета уже выделено 82 миллиона рублей. Елена Лолуа, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. За высокие личные достижения в области физической культуры и спорта указом президента Рауля Хаджимба абсолютный чемпион СССР по тяжелой атлетике Руслан Таркил награжден орденом Афидз Апша 3-й степени. Центральная избирательная комиссия выступает против вовлечения ЦИКа в конфликт интересов отдельных лиц и различных общественных и политических объединений, которые могут иметь место в процессе проведения выборов или всенародного плебисцита. Об этом говорится в заявлении Центризбиркома, поступившем в нашу редакцию. В своей деятельности Центральная избирательная комиссия придерживается строгого соблюдения норм и правил, прописанных в действующем законодательстве, подчеркивается в документе. Как отмечается в заявлении, есть единственный правовой и цивилизованный способ предъявления претензий Центральной избирательной комиссии о несоответствии ее работы закону. Это обращение в суд, который призван подтверждать обоснованность любых претензий о нарушениях закона. Президент торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия встретился с президентом компании ООО «Шелковый путь» Цзян Баоцзюньем. Во встрече принял участие министр здравоохранения Анзор Гов. Господин Цзян принимал в российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса и по его завершению прибыл в Абхазию. Целью визита господин Цзян является установление деловых контактов с торгово-промышленной палатой Абхазии и предпринимательским сообществом республики, рассмотрение и продвижение инвестиционных проектов, а также популяризация Абхазии в Китае. Господин Цзян Баоцзюнь оставил официальные приглашения торгово-промышленной палате на инвестиционную выставку, которая будет проходить 16-17 августа в Китае. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия поздравила художественного руководителя Государственного ансамбля народного танца «Шаратын» Руслана Бебия с присвоением звания «Заслуженный деятель искусства Республики Адыгея». От всей души поздравляю, выражаю признательность за ваше высокопрофессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, а также вклад в развитие дружбы между нашими братскими народами, сказала Эльвира Арсалия. 31 мая в городе Майко прошел совместный концерт дружбы ансамбля народного танца «Шаратын» и академического ансамбля народного танца Адыгея «Нальмес», посвященный 25-летию республики. Звание «Заслуженный артист Республики Адыгея» присвоено также артистке ансамбля «Шаратын» Адисы Джопуа. На таможенном посту ПСО предотвращена попытка незаконного ввоза в республику табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии. В автомобиле, следующем из Российской Федерации в Абхазию, в ходе таможенного контроля сотрудниками таможенного органа был обнаружен специально оборудованный тайник, в котором лежали скрытые от таможенного контроля табачные изделия в количестве 1500 пачек. По данному факту ведется расследование. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем плюс 23-25 градусов. Температура морской воды плюс 20 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.